В этой компании она была самой старшая и самой опытная. У девушки есть маленький ребенок. Вечером 14 марта с двумя своими подругами пришла на день рождения к знакомому парню. Праздновали на съемной квартире. Там были и его друзья. Вместе выпивали. Но с двумя девушками подростки потом поругались и выгнали их из квартиры. В результате там осталась старшая 17-летняя девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ночью, как уверены родственники арестованных подростков, девушка сама разделась и легла к ним в кровать. Версия событий матери одного из них разошлась по социальным сетям. Парни, видимо, посчитали это руководством к действию. В результате злоумышленники совершили ее изнасилование, после чего девушка сообщила, что привлечет их к уголовной ответственности. Тогда у нее отобрали мобильный телефон и не выпускали из квартиры. Тем не менее, ей удалось вырваться и обратиться к прохожим, которые проводили ее правоохранительные органы. В школах, по признанию самих учеников, уже готовят профилактические беседы. Я пришла в школу, одной одноклассницы нет. Объяснили, что какие-то подростки с ее подругой гуляли допоздна, и изнасиловали ее, получается. Вроде как об этом некоторые школы знают, что она допоздна гуляла, и что она на учете стоит из-за этого до конца года, и поэтому проведут профилактические беседы, как я знаю. Двое из обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Один за вымогательство. Дело тогда было прекращено в связи с примирением сторон. В этом изнасиловании свою вину не признают. Решение о самом младшем в этой компании, 13-летнем мальчике, будет приниматься отдельно. Он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Айрат Назипов, вызов 112.